Сахтара. Хайрлах Шамлар, добрый вечер. В новом году мы встречаемся в первый раз. Это Музмазлар на АТР. И мы ее ведущие Эмне Джипар. Осман Пашаев. А в гостях у нас Ильяс Сахтара. Или Сахтара. 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 А почему Да. Сахтара? Здрасте. Здравствуйте. Мы же так накинулись. Хошхель, да? Хош Саунас. А вот фамилия такая интересная, поскольку мне известно, что отца-то Меметов по отцу, Да. а вот почему Сахтара? Сахтара, потому что родовая фамилия со стороны папы, она Сахтара. Я узнавал, эта фамилия есть как у тюркских народов, так и у греков есть. С греческого вроде переводится как «любитель цветов». С татарского, сами знаете, да, то есть Сахтара, ну то есть расчесывай нежно. Умелый Сахтар. чесальщик? Нет, такой здоровый чесальщик. Нет, ну, насколько я знаю, прадед-то был действительно известным парикмахером тех времен, да? И тут поэтому стилист, это, наверное, что-то уже в генах. Прадед, по-моему, нет? Мы в генеалогию ушли. У меня Да, вопрос. я же сам запутался. Почему голые женщины? Почему голые женщины? Ну, потому что, во-первых, это формат. Во-вторых, наш вообще телеканал, на котором я работаю, у него целевая аудитория такова, голые что... женщины? Не голые женщины, а домохозяйки. То есть, в принципе, телевидение держится на домохозяйках, по большому счету. Почему голые? Голый, потому что формат. У «Голой на красоне», то есть там в английской версии оригинально называется... How to look good naked. Yes. Oh yeah. Вот. Ну, поэтому как бы мы... Во-первых, форматчики из Британии приезжали. Они... ну, как бы контролировали нас, да, то есть мы не можем там какие-то, знаете, народное творчество фольклорное туда вписывать, да, какое-то. И так мы добавили то, что не было ни в одном из вариантов в стране, где снимали эту программу. И как им наши «Голые красуни»? Нескромно, конечно, получится, но приезжала Сьюзан, она хранительница формата, и она сказала, что это одно из лучших. А в каких странах отработали? Польша, ну, вот то, что я знаю, Британия, Америка, Канада, Польша, Голландия, Россия. В России он, кстати, провалился очень сильно. И Украина. Удалось на стажировке где-нибудь побывать? Ну, вот как-то... Вот были мысли, но у нас не получилось. Мы до такой степени вот врезались, внедрились, да, в проект, вот начали как-то аж вот спать и видеть, да, вот первый сезон особенно, что там было не до поездок, на самом деле. Ильяс, вот мы на «ты», да, с человечком? Конечно, на «ты», естественно. Ну, мы договорились, что мы с Ильясом на «ты». Да, потому что мне предложили на «вы», как-то я думаю, ну, я не Кужель. Да, и не Грач. И не Хардиде. Такая, ну, немножко нестандартная ситуация. Программа, ну, и формат сам, ну, не скажу скандальный, но необычный, да? Женщин с такой фигурой еще и оголять в эфире, и ведет ее крымский татарин. Еще к тому же. Вот сегодня в Ньюзруме среди мусульмане, да, среди журналистов, когда просто был вопрос, вот все так сразу съежились и сделали такой, так это, вот как бы, а потом поговорили вроде, смягчились, поняли, что здесь, немножко, да, смягчились, что все смотрят, да, все смотрят, но вот... Ну, все недовольны чуть-чуть, да, что-то не то. Ну да. Сталкивался с этим вообще? Ну, в принципе, я сталкивался с этим только находясь в Крыму. То есть вот на Украине, в Киеве, да, где... То есть мы, крымские татары, мы ханжествуем, да, на самом деле, мы ханжи, то есть как бы... Ну, не знаю, может быть, более консервативные, может быть, если это красиво сказать. Хотя ханжество присутствует, потому что, наверное, мы так же, как и украинцы, не умеем радоваться за своего соотечественника. Ну, есть такое. А кто главный критик? Не, ну ты рада же? Я? Ну, я больше чем уверен, что вы рады. Ну, как бы я даже вижу это по глазам. Да, мои глаза прямо источают радость. А кто главный критик? Критик в чем? Вот критик вообще твоей творческой деятельности. Люди. Люди, ну вот есть какой-то главный человек? Авторитет? Да, вот авторитет для тебя кто? Есть такая женщина, ее зовут Татьяна Гнедаш. Она работает у нас на телеканале и возглавляет продюсер собственного производства сериалов. Она когда-то была генеральным директором. Нет, генеральным продюсером, господи.
Вот, она женщина, которая меня вот направляла, то есть, в принципе, с нее и с... Фактически ты стал ее открытием, да? Ее открытием, да. Вот да. Она тебя сделала лицом телеканала всеукраинского масштаба. Да. И ты первый крымский татарин, который стал лицом украинского телеканала, потому что у нас были, ну, и есть журналисты в Киеве, да, среди крымских татар, но вот чтобы лицо канала, ведущий, ты первый, да? Ну, и это Татьяна Гнедыш, мы расшифруем в прошлом телеведущая на новом канале программы «Здоровье», бывшая супруга крупнейшего телеменеджера страны Александра Ткаченко, который возглавляет холдинг «1+1». То есть вот это и есть ты, ее открытие, и ее мнение наиболее важное для тебя. Он больше тебя знает. И еще хотел бы добавить, что в принципе есть там еще две богини телепростора, я их называю. Это генеральный директор Марина Федоровна Миргородская тоже участвовала, при том, чтобы я вообще родился как ведущий. Вот. И есть программный директор Ирина Курчакова. Вот. Они как бы втроем, две такие вот... Три богини. Нимфы, да, они вот как бы вот принимали решение. Вернемся к твоим богиням. Голым. Да, голым богиням, голым. Какие отношения складываются? Разные. И не складываются тоже. Ну вот, насколько я понимаю, ты ведь не только в качестве стилиста для них, то есть приходится выполнять роль жилетки, там психолога. Такой, знаете, многофункциональный станок такой, который и выслушивает, и слезы вытирает, и одевает, и раздевает, и все делает. То есть бывает, что увлекает больше? Одевать, раздевать? Ну, здесь уже не увлекает. Здесь смотришь исключительно на человеческое состояние. То есть это не игра. То есть могу честно сказать, вот как говорится, положа руку на сердце, что это, наверное, один из немногих проектов на украинском телевидении и вообще на телевидении, когда практически с первой секунды до последней это все честно. Все правда. Вот все. Ну вот есть такой психолог Наталья Подлесная, которая когда-то, посмотрев несколько твоих программ, сказала, киевский, очень известный психолог, сказал, что это терапевтическая программа прежде всего. Я с ней полностью согласен. Но для того, чтобы быть терапевтом, что нужно? Нужно быть врачом. Надо врачом, надо и надо просто честно это делать. Вот как ты учился этому? Ну вот Осман сразу сказал правильно, это честно. То есть, наверное, просто я как бы, вот когда-то в одном из интервью мне задали вопрос, вы как бы не, ну, как получаете вообще удовольствие от того, что вы постоянно жилеткой работаете, да? Наверное, если бы у меня не было какого-то такого, как говорят украинцы, хист, да, такое, как бы вот, как хист на русском? Способности, да. Способность, да. Склонности. Способность слушать и уметь понимать человека, ну, то есть почувствовать, да, я, например, иногда чувствую, как плохо человеку, мне становится тоже плохо. А вот о честности, скажи честно, ты считаешь своих подопечных красивыми женщинами? Естественно. А что такое красота? Красота — это внутреннее состояние человека. Это посыл. Ну, это же общая такая какая-то фраза, такая она вот, не, ну как? для всех. Ну, общая вот фраза. вы не расстраивайтесь, Ну, вот вы все красивые на самом деле. А потом мы же объясняем, вот есть вот красивый, классический признанная красота, где, да, ну, вот как бы... Есть люди, которые уверены в том, что они сами, что они хорошо выглядят, они красивы от природы, да? Но вот посыл все решает, Осман. Вот все посыл решает. Вот смотрите, вот сейчас взяли вот пример, вот просто... мы можем от общего к частному перейти. Вот женщина рядом с тобой, которая какая? По-моему, не даем договорить ему. Да, я не договорю, потому что я вам хочу сказать, что вот, ну, телезрители тоже понимали, что вот у нас все это условно. Потому что если сейчас прилетят инопланетяне, да, перережет половину там человечества, при этом устроят свои порядки и скажут, что зеленая рожа — это красиво, мы будем восхищаться через лет 50-100, да, скажем, боже, какой у вас красивый зеленый цвет лица. А глаза оранжевые. Почему? Кто сказал, что 56-й размер — это некрасив? Кто сказал? Если ее любит муж, ну если мы уже говорим о моей героине, да, ну любит он ее, и ей все в кайф, все отлично, то какого, спрашивается, ей надо... Вот... А каких женщин готов любить ты? Ой, каких женщин я готов любить. Я, в принципе, люблю женщин за то, что они, в принципе, по большому счету есть. Потому что без них я бы не состоялся ни как ведущий, ни как стилист, то, что, ну, эта индустрия построена на женщинах, в принципе. И для меня женщины с самого детства, когда родители меня брали на концерты, то есть для меня женщины это были как, извините, наверное, Третьяковская галерея. То есть я вот заходил в женскую гримерную, да, совсем маленькую, и у меня рот открывался, и реально они все становились красивыми через 10 минут. Надо полагать, что по коридорам этой галереи ты до сих пор ходишь, так и не выбрав себе свою единственную. Как вот с этим? Вот с этим сложно, потому что, ну, они бывают, да, но не все так идеально. То есть вот, недавно, например, я расстался. Ну, бывает такое у людей. Я хочу
Вот ты сказал об индустрии, без которой ты не состоялся, назвав индустрией женщин. А вот прошлая твоя индустрия, которая была индустрией моды, да? Вот индустрия дизайна или как там сказать? Модная индустрия. Да, ты работал в 2 домах. Дорожкина и Ермакова. Диана Дорожкина, да, и Сергей, по-моему, да? Сергей Ермакова. Да. Все на этом уже, с этим покончено? Знаете, это все очень сложно. Сейчас, если я вот скажу, как я думаю, то, наверное, меня осудят, но я, наверное, правду скажу. Подумай еще раз. Не, я скажу, я люблю говорить правду, знаешь, как говорит Атарлар Хандайн, потлатам, и потом уже думаю. О zaman патлат. Вот, я просто считаю, что я приехал, когда в Киев, я увидел эту индустрию, я походил на неделю моды. И, понимаете, как бы я пытаюсь жить таким образом, чтобы понимать не форму вещей, а состав вещей. Да? То есть квадрат — это квадрат. Вот мне хочется состав. И когда я понял состав этой индустрии, как делается это, как достигается, да? Что нужно. А как? Ну, я Америку не открою, что есть очень проверенных ряд способов достигать каких-то целей. Каких способов? Есть способ богатые родители. У меня их не было. Есть способ горизонтальные отношения. 2. С кем-то. Да? Были, не были у тебя? Не было. У меня не получалось никогда. Это вот как-то вот не щастить. По заказу мне никогда не получилось. Хисту нема. То есть индустрия моды, она так же, как шоу-бизнес, да? Вот абсолютно. Если есть кому заплатить, то ты поешь, у кого есть и рот, то ты поешь, поешь. И танцуешь, да, что хочешь. А твой способ какой? А мой способ был, знаете, сабыр называется способ. Хайда сабыр, а сабыр на... Туда сарал. Вот вроде как по золоту уже пошла вроде. Еще золота нет, но по золоту пошла. А потом хапланда, да. Да, хапланда. Потому что я как бы, я вот работал в домах, да, вот думал, что я стану, например, ассистентом, но я стал ассистентом Ермакова, да, я помогал Диане, то есть на самом деле это колоссальный опыт, я им очень благодарен, очень классно все было, но нужно понимать, что дизайнер никогда не даст прыгнуть выше своей головы. Это невозможно. Работами ты гордишься? Работами? Угу. В качестве дизайнера, помощника Ермакова. У Дианы, я помню, через 3 месяца, если я не ошибаюсь, после того, как к ней пришел, я помог ей добыть приз «Хрустальный силуэт». Был такой. За что? Платье, конкурс одного платья был. Это корабль, который? Платье-корабль, да. Из коллекции Холливуд. Это нашумевшая была, да. Это много лет назад такая нашумевший наряд, реально как корабль. Да. Я потратил там на него 56 метров ткани, то есть там было очень долго я работал, 1,5-2 месяца. Вот. Диана как бы меня направляла, это все дело, дизайн ее был, как бы некоторые идеи я сам тоже добавлял. А дальше началось телевидение, например. И телевидение тоже не первый год ты с ним связан. Да. И ты со многими каналами сотрудничал, как стилист, да? Да. Тогда сразу уже рассматривал при приходе на телевидение, что ты станешь лицом канала? Нет. Самолюбие, конечно, говорило о том, что, может быть ведущим, знаешь, это же круто. Потом, когда я понял вообще состав телевидения, да, телевидение это... Состав индустрии моды, понял состав тут квадрат, там круг, здесь дыра. Я понял, потому что, есть магия телевидения, да, некоторые считают, что если человек попал в телеке, показывают, все, он уже из другого теста состоит, и он такой классный, да нет, вообще, вроде, знаешь. Из того же самого. Я как бы во-первых, тщеславие отбили мне еще в детстве, да, то есть как бы я переболел им. То есть когда был маленьким, пел на 3000-ную публику, с родителями ездил, переболел этим тщеславием. Пришел на телевидение. А я не верю. Мне кажется, что невозможно без тщеславия некоторого все равно. Может какой-то есть процент, да, который двигает тебя, да, то есть, самоудовлетворение, да, в этом. То есть ты удовлетворен тем, что ты делаешь. Но придя на телевидение, я увидел, как это все делается, да, но мне не было желания, какая-то мысль была, желания не было. Но самое интересное, что вот эта попытка ведущего, это третья. Первые 2 попытки были на телеканале «Сити». И в качестве кого? Ведущего. То есть меня предлагали туда, то есть наше руководство предлагало... «Сити» — это городской киевский канал. «Сити», да, это городской. Всем нашим зрителям известно, что такое мало «Сити». кто вообще о нем знает в плане в регионах, да, а в Киеве знают. Хороший канал, он мне дал старт, интересный канал. И там предложили мне на программу, сейчас я вам скажу какую. Побутовая программа. Побутово? То есть для, опять-таки, домохозяек такой, знаете, как 1001 совет, есть же книжки. Как ковер постирать, как что там, такого плана все.
Как хорошо выглядеть за 5 минут? Ну, вот что-то, какие-то там практические советы. А это как человек, вот, в принципе, прикладник. Я, ну, постоянно делаю что-то руками. Даже если мне не надо что делать руками, я все равно делаю что-то руками, то есть что-то переделываю, что-то режу, там, крашу и тому подобное. Предложили. Я начал делать, со мной начали проводить тракты. То есть тракты, знаете, что такое? Пробы. Пробы, да. Ну, это так называется. У нас сейчас много всяких европейских слов, русских все позабыли. Вот. И потом, в последний момент, когда уже поставили день эфира, ну, были люди, которые не хотели, чтобы я стал ведущим. Ну, как бы, ну, вот, не хотели, потому что не условия 1, 2, 3, вот те, о которых мы говорили 5 минут назад, да, не были соблюдены. Ну, вот как ты говорила, деньги, горизонтальное положение. Нет, там просто там, нет, это просто там, понимаете, есть такое понятие, как вот, например, я некоторых людей раздражаю только потому, что я есть. Не потому, что я наступил на ногу, не потому, что я на них плохо посмотрел. Сам факт существования. Вот я есть, и меня вот, и вот людей раздражает просто. Понимаешь, ну вот так было на канале, некоторые люди раздражались. Вот сейчас закончился 3-й сезон «Голой красуни». Да. На этом что точка. После голых женщин? Да. Да? Есть ли жизнь после голых женщин? Одетые женщины. Естественно, есть же и одетые женщины, и раздетые, какие хочешь, и мужчины тоже живут после этого проекта. Рассказывать, что будет, я не могу, потому что на самом деле... Ну, заинтригуй их, будет, давай, будет шоу. Скорее всего, будет шоу. Шоу будет тоже форматное, европейское. Касается женщин? Касается женщин. Или уже мужчин Нет, на этот раз? Женщин. Меня мужчины не смотрят, меня смотрят женщины. Вот. И приблизительно они понимают, что это будет какой-то формат, но еще это не точно 100%. И даже если бы это было точно 100%, все равно вам не рассказал бы. Потому что 3 богини телепростора сказали, ну-ну-ну. Ню-ню-ню. И когда это? Ну, вроде как съемки начнутся, наверное, скорее всего, с февраля. То есть формат уже куплен, уже подобран? Скорее всего, да. То есть до февраля ты в Крыму еще? Нет? У меня же еще есть обязанности главного стилиста канала. Я же не могу двигаться. Ну ты надолго здесь? Ну вот, как только заканчиваются наши выходные, то есть 9 у нас выходной, 10 рабочий день. А чем занимаешься в Крыму? Ну, вот как проходит родителями. День Ильяса? Вот просыпаешься, идешь Просыпаюсь очень туалет. поздно, ложусь тоже очень поздно, тем более семья артистов поздно ложится. Промежутки я вот все это время занимался обустройством родительского дома. Покупал всякие мелочи, там диваны, не диваны, ванну устанавливал. То есть тут вот стараюсь, чтобы у них все было хорошо. Можно от ван перейти вот к другим вопросам? У меня вопрос все-таки не как ведущему, а как стилисту. И мне на самом деле интересно твое мнение. Мы же оба работаем в информационной службе, да, тебе об этом тоже известно. И вот сейчас начинается там предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Я обратил внимание, политики, которые там от республиканской партии, миллионеры, да, идут на выборы, все постоянно в каких-то свитерах и сорочках, да, то есть свитера, сорочки, джинсы, свитера, это постоянно. Никаких палзелери, никаких бриони. У нас же уже с помощника депутата начиная, то есть костюм стоит больше, чем в год зарабатывает человек. Конечно. Почему так? Это ваша вина в том, что вы так приучаете людей вот выглядеть на 100 миллионов? Вина не наша, потому что, как ни крутите, мое направление именно стилиста — это сфера обслуживания. Как ни крути. Какой бы там ни был именитый стилист, дизайнер, это сфера обслуживания. Это можно обозвать некрасивым словом. Сфера обслуживания. Ужасное слово. То есть что хочет заказчик, то... Да, то есть политтехнологии, так называемые, да, они просто, ну, есть целый, прекрасно вам известно, есть специальные такие компании, как они называются, не знаю, не консалтинговые, а как-то... Имидж-мейкинг, да, вот, вот знаешь, не имидж, они просто вот ведут тебя как кандидата, да, то есть они вот вплоть до обуви, до носков, трусов, извините за выражение, что ешь, какой стороной бутерброд держишь, что говоришь, и каким глазом моргаешь, все это они прописывают. Естественно, мы в завязке, как стилисты, да, как дизайнер, мы в завязке, то есть они нам говорят, вот, понимаете, нам нужно произвести впечатление там, человека из народа, который вот покупает за 30 копеек рубашечку. Но мы делаем это. А тебе приходилось работать с политиками нашими? Было дело, да. А с кем? Фамилию не знаю, честно вам сказать. Его зовут Виталий, кажется, да.
И мы ездили в Милан одеваться. Ага, то есть не рубашечка. Это опыт так называемого личного консультанта, да, по-моему? Вот это шопер. Шопер, да. Шопер, да. Это когда тебя берут и везут просто в центр. И вот мы 3 дня занимались тем, что я полностью подбирал его гардероб. Было весело. А какие-то в чем? Какой-то культурный шок испытал? Культурный шок от того, что просто, человек, с которым я ездил, он как бы достаточно такой вот, наш. Вот очень наш. Он как это проявляется? Очень уверенный в себе. Он, например, не хочет знать английского, насколько я помню. Так ты еще в качестве переводчика? Не, я английский не алло, как бы я знаю какие-то ключевые фразы, да, то есть для того, чтобы не потеряться, найти магазин, я все знаю. А девочка с нами ездила, моя знакомая, очень хорошая подруга, можно сказать, Юля, она была и переводчиком, и всем там. Он просто вот, было смешно то, что, например, он подзывал официанта и говорил: официант, я хочу есть. Мне мясо. Как вы догадываетесь, официант итальянец. Ну, в Милане, да, скорее всего. Да, и вот как бы вот это не смущало его, понимаете? Вот он, видимо, официант, очень хотел быть полезным людям, которые пришли поесть, и он понимал как-то. Ну вот личное консультирование происходит не только вот такое в Милане, и приезжают, наверное, клиентки в Киев, которых ты там, я слышал, да, есть особенно такая мода у людей из Донецка и Луганска, приезжать в Киев, нанимать киевских стилистов, да, и как-то выглядеть уже не так, как они выглядели в Луганске. Вот расскажи об этом, об этой категории людей. Есть одна моя очень хорошая знакомая, как бы она клиентка моя, мы с ней познакомились через мою хорошую подругу. Вот она приезжает с Луганска. Это такое какой-то, знаете, субстанция фееричного праздника такого. Женщина-праздник, женщина-ураган, фейерверк. Женщина-катастрофа. Вот, то есть столько обаяния в этом человеке, что просто вот сносит просто всех. Я еле иногда держусь. И вот она приезжает, и, понятно, она воспитана в той эстетике, да, Восточной Украины. Там своя эстетика. В Западе, везде своя эстетика, да, на юге она такая своя. Яркая, да, на Востоке? Она такая вот вся, знаете, прям вот все лучше дорого-богато. Женщина-маскарад. Нет? Не, маскарадом там она заработает над собой, но вот у нее все-таки присутствует вот не все надену сразу, а вот именно побольше и подороже. Вот такое, чтобы... А вот мы так говорим о Луганске, Донецке, давайте к Крыму поближе. Да. Что такое крымско-татарская мода? Есть ли она? Крымско-татарская мода. Знаете, наверное, я скажу, что украинская мода, по сути, я не считаю, что она что-то этническое есть ли? Вот как должна, например, крымско-татарская девушка выглядеть стильно, красиво? И при этом, чтобы она в себе, например, сочетала ее костюм какие-то, может быть, этнические элементы. Вот нужны ли этнические элементы всем? Я вот всегда слышу постоянно «Зиманеви, кефетлер». Ребята, Зиманеви, кефетлер, кефурлер, понимаете, получается. Кефетлер, это не нужно пихать везде. Можно быть крымским татарином, но при этом сохраняя свою национальную принадлежность, быть образованным, стильным, интересным и тому подобное. А неужели тогда, получается, крымско-татарская одежда не может быть стильной и интересной, если ее адаптировать? Что такое крымско-татарская одежда? Вот, предположим, феска. Это национальная крымско-татарская, надо подчеркивать. Как ее можно адаптировать к сегодняшнему дню? Неужели мы не... То есть почему мы не можем возрождать культуру? Вот скажите, возрождать культуру можно так же, как возрождают, например, культуру французы, британцы, да? Они как возрождают? Они же не ходят каждый день в килте, шотландцы, да? И с волынкой из Зурнанин не ходят по метро. Или во французском кокошнике, у них тоже там есть... Да, там что-то у них такое... То есть возрождение должно быть тоже как-то вот сугубо в направленном каком-то действии, да, то есть вот центр какой-то, ансамбль, да, еще вот какие-то такие очаги, да, где это делается. Странно будет, если сейчас вот даже SimCity Trans, вот у нас есть компания, да, которая, у них все маршрутки одинаковые, все, кстати, с какими-то интересными надписями, там, такими высказываниями. Вот странно будет, сейчас они все в Бадемлер выкрасят их, национальный, да, и Пускулер везде сделают. И
что-то получится. И водителя И оденут, водитель да? у нас в холпах, ушах, все как положено. Ну, есть такая тенденция. Вот есть, вот, что национальное, вот оно должно... Ну, это, наверное, свойственно Это маленьким агрессивное народам. навязывание, это Агрессивное неправильно. Не знаю, Ну, я считала по-другому, если честно. Ну, вот Осману не нравится, когда я фески ношу. Все Нет, критикуют. Мне нет. И меня феску можно носить, даже нужно носить. Если у тебя это Ну, чтобы внутри никто не есть, видел. Внутри, да. вот есть внутри, ты хочешь, носи. Хочу. Понимаешь, как бы, ну, никто не запрещает. Просто у нас как-то вот постоянно это педалируется, да, как-то вот выпячивается. Ну, слушай, если ты хочешь носить Не знаю, национально, мне кажется, носи. ну как выпячиваться? Едва ли можно заметить девушку в феске. Нет, Ну, разве я что имею в одна виду физия у выпячиваться нас. в СМИ и в нашей культурной прослойке. Эти люди этим кичатся. Не надо кичиться. Если ты считаешь, что ты как бы такой ватан Первер. первер, понимаешь, если ты такой человек, то ты как бы вот купи себе костюм, Вот носи. часто приходится бывать на крымско-татарских свадьбах? Нет. Нет? Ну, я, ну, как Ну, бы вообще, как-то редко бывал? в Крыму. Даже если не часто. Вот, Ну, я был. Ну и как? Вот, это вот сразу ты видишь Это как эталон. какой-то Я стресс знаю- стиля, да, вот как-то. Да. И ты сразу скажешь, Как ты Ментальность. оцениваешь Да. его? Ну, во-первых, это массовость, да. То есть, вот, например, у других там украинцев, у русских, там, ну, таких вот, извините, 200-300 человек, это для них это, ну, это катастрофа. Они даже до таких не мыслят цифрах, просто не мыслят. А у нас, как бы, во-первых, массовость, во-вторых, конечно же, вот это вот восточное золото, бархаты, Блестюшки. блестеть надо срочно. Вот как-то вот все блестят, все блестят. вот да? очень блестят. Все да. блестение. Просто такое. такая, просто вот массовая должна быть глаукома глаза, знаете, такая вот сразу бельмо на глазу, потому что, ну, вот нас любят так. Не Ну, знаю а почему. стилист, вот само по себе слово странное. Вот стилист, Да, это только странное. вот сделать стильным. Ну вот, знаешь, я придерживаюсь того, что можно девушку вывести из села, но село из девушки, да, ну как, ну, можно ли вот, подобрав одежду... Это уже ханжество пошло. Нет, Нет, почему нет, хан? нет, Нет, ну, как это раз таки правда здесь и ханжества меня. нет. Нет, Здесь это вот правда. честно, ну... Да. Понимаешь, чувство стиля, вот мое мнение, это личное мнение, может быть, оно и субъективным, но его привить почти невозможно. Это врожденно. Можно до Вот автоматизма. если хочется тебе, чтобы блестело, оно где-нибудь блеснет, Вот да? где-нибудь ну. ты Шевчхар, как говорится, да? Только где? Вот, Остается ну только да, то есть, вот, догадываться. понимаешь, можно до автоматизма человека научить, как одеваться, вот, да, вот он привыкнет к каким-то стандартным вещам, да. Ну вот барьеринде, вот в одном, я уже перехожу на татарский, прям, конечно, хочется, иногда просто невозможно на русском сказать то, что хочется сказать на татарском. Обязательно где-нибудь вылезет, вот вылезет, без куста она вылезет, обязательно. Хорошо, мы вот тут так и о мужчинах, и о женщинах. Теперь вот к вам, к мужчинам. Мы сегодня в Ньюзруме обсуждали модное слово нынче — метеросексуал. Кто это такой? Ой, как? не метера. Метера это метера. Нет, метеосексуал. Метро? Метросексуал. Вот. Подожди, Да, ну, даже Вот самые новое слово. отсталые слои населения, по-моему, заинтересовались этим кто словом. это такой? Лучше бы говорили о метеосексуале. Метеосексуал. Вот насколько я это- вела и посмотрела, и это будто бы мужчина, который за собой ухаживает, делает маникюр, Да, при этом педикюр. остается натуральным, как бы, Да. и общается с женщинами, спит с ними. Ты да? себя к таким мужчинам Нет. относишь? Ну ты маникюр делаешь? Нет. Не делаешь? Мне даже вот сейчас это все очень плохо. А ты делаешь? Нет. Надо? А я иногда делаю. Я иногда делаю. Ну, ты, ну, во-первых, ты поэтому и ты есть и тот меня. самый метера, Да, ну, да, метера. тот самый. Не, ну вот это вот всякие придумки, типа метросексуал. Вы знаете, вот, например, когда-то было очень модно говорить там, типа, на крутого чувака, говорит плейбой, да? Дэнди. Сначала Дэнди, Дэнди, да, 19 века Да, слово. да. такое. потом плейбой, потом Да. какие-то еще промежуточные, да, были, а потом вот уже устарело уже, кстати, мачо, да? А как мужчине можно выглядеть стильно, но при этом не жеманно и, вот скажем, без вкуса, ну, то есть без женского, да? То есть чтобы вот быть и вроде бы и мужественным оставаться, но при этом быть стильным. Это возможно? Ты знаешь, вот говоря уже как бы о Потому что сейчас вроде бы периферии, смешивается то мода настолько. главное, чтобы это было чисто, хорошо пахло. И, ну, как бы хотя бы иногда смотреть телевизор. Мгм. А если Там не о показывают периферии, иногда. а вот столичные мужчины как? Ой, столичные, знаете, вот я вам хочу сказать, что это опять-таки внутреннее состояние. Может быть, там дважды качок, трижды мужик, да, то есть вот такой весь прямо вот, ну, дальнобойщик практически такой, да. И вот на нем, вот ты надеваешь на него красный шарф, и все равно он не становится метросексуалом. Это внутреннее состояние человека.
можно быть, как ты говоришь, жеманным, даже уже будучи, там, я не знаю, суперсерьезным, супернакачанным, супермужественным. Это состояние внутреннее. То есть посыл, вот я постоянно об этом в своей программе говорил. Внутреннее состояние и посыл, вот что ты транслируешь людям, да, вот это как бы и есть правда. А что ты транслируешь людям? Ты их зомбируешь? Вот в эти 3 сезона это было такое зомбирование? Не, это не вы зомбирование. Красивые, Нет. Несмотря на то, что вы некрасивые. Нет. Есть, вот, например, в 3-м сезоне я вообще перестал говорить комплименты, я просто говорю правду, да, то есть я говорю, да, у тебя широкие бедра, но с этим можно жить. Понимаешь? Оптимистично. Ну реально, ну как, это я сейчас грубо, да, сказал, я говорю по-другому, если вы в программу смотрели, там как бы сложная игра слов. Я не зомбировал, я сидел и разбирал муку от манной крупы. Вот просто тяжело, сажая зрение, ну это метафора, понятное дело, да? Но я вот пытался вот разбираться в этом. Почему вы думаете, я подставил свое лицо для того, чтобы ударила Ирина с... Это в одном сезоне, да, было... В 3-м сезоне, вот недавно это было. Тебя били по лицу. Она мне била по лицу. Почему я это сделал? Потому что я понял, что сейчас ей ничего не поможет, никак ее не сможет вот привести в чувство, вылить эту агрессию, только мое лицо, по которому можно треснуть. Как бы женщины меня никогда не били, поэтому у меня была такая эксклюзивная возможность, у меня треснули. То есть ты не только жилетка, но и груша. Ну, по сути, да, было такое. Точно, многофункциональный Ильяс. Ильяс, я благодарю за участие в нашей программе. Наш главный режиссер Рифат Беев сообщает, что программа подошла к концу. И мы поздравляем тебя с твоим днем рождения. Спасибо. Вот. У тебя есть немного времени сказать вот женщинам здесь в Крыму, где у тебя много зрителей, что нужно... Рецепт красоты от Рецепт Ильяса красоты. Сахтара. Скажу не своими словами. Куда говорить-то вообще? Куда говорить? 4-я камера, все, вижу. Не своими словами. Уважаемые женщины, только глупая женщина ухаживает за мужчиной. А умная женщина ухаживает за собой для того, чтобы на нее смотрел мужчина. Поэтому любите себя, и тогда будут вас любить мужчины. И наша режиссерская группа, я думаю, не обидится, если мы еще немножко затянем. Bu yıllarca Kırım'da Darcan unuttun mu? Yok, hiç unutmadım. Benim babam unutma vermez. İçimken vermez. Yok. Evde sen nasıl dilinde konuşuyorsun? Rusça'da, Tatarca'da konuşuyorum. Kırım'a kayıtmak, Kırım'da çalışmak bu imkansız şimdi. İmkansız bilirsin niçin? Çünkü ben mında endüstri olarak mında çalışıp Mesela olamayacağım. bu endüstriyeni mında teşkil etmeye Olmayacak mında. olmaz mı? Ne sebepten? Çünkü bütün işte huruluf endüstriyanın her vakit hurula merkezde. Merkez her vakit merkez kalır. Merkez olup kalır işte. Yani tamirlerin mında, Tamirlerim kalbin bir mında vakit unutmam. Her vakit mında kelem. ama çalışmak merkezde. Çalışmak anda. Kart olsam kaytar mında. Да, бір кere. Doğan günün hayırlı olsun. Bugün Sağ ol, 31 yaşını doldurdun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hayırlı yaşlar Sağ sana. olun, çok sağ olun. Beklemişsiniz sizin эфирлерде, а зрителям мы напоминаем, что у нас в гостях был стилист и телеведущий телеканала «Украина» Ильяс Сахтара. А с вами мы встретимся ровно через неделю в это же время. Koruş Genci.